Что из себя представляет современная башкирская книга? Настолько вопрос интересен. Конечно, этот вопрос надо рассматривать в срезе времени. Если в 60-е, 70-е годы, как обстояло дела, и 80-е годы, сегодня в книжном издательстве «Китаб» имени Зайнаб Бейшевой выходит около 30 наименований художественной книги. Они разного рода: поэзия, проза, драматургия и также литературное наследие. Это книги Зульфии Ханнановой «Мине башкорт деп танырһығыз». Называйте себя башкиром. Тематика поэзии Зульфии Ханнановой настолько интересна. Самая первая эта глава — это патриотические стихотворения, посвященные малой родине, стихотворения, посвященные республике. И срез такой интересный получился, да, исторические личности, которые оставили глубокий свет в истории нашей республики, в истории башкирского народа. Видно, что рос у этой поэтессы именно в этой книге, настолько она хорошо уже знает не только поэтические образы, но и мотивы такие интересные появляются. Мотивы интересны в том плане, потому что башкирская литература, башкирская поэзия все равно основана на восточной литературе, именно канона, жанра восточной литературы. Они все равно лежат именно в глубине нашей поэзии. Как раз автор работает по этим направлениям. Настолько интересные поэтические образы появились. Раз мы уже начали говорить про поэзию, это, мне кажется, вторая книга, это Салавата Абузара «Гамаль дафтаре», это книга деяний. Интересно название этой книги. Здесь собрано последнее стихотворение, также несколько поэм. Салават Абузар в этом году, в 2018 году, был удостоен премии имени Салавата Юлаева за эту книгу. Очень талантливый поэт. Он тоже самые последние годы издавался в периодической печати, в журналах, в газетах. Именно вот здесь собрано, если рассматривать башкирскую поэзию, это самое первое место занимает, наверное, патриотические стихи. Тема родной земли, тема родного народа, боли, чаяния, какие проблемы есть в нашей республике. У Салавата Абузара в поэзии все равно главный герой не только обычный паренек, не только обычный поэт, но и более вульгарный, более романтичный. Некоторые стихотворения похожи на стихотворение Есенина. Это начало 20 века. Вроде бы этот лирический герой ни в чем не сомневается, уверен в себе, никто ему не мешает и так далее. Даже в поэме у него лирический герой практически так же выглядит. Но у Салавата Абузара поэзия Салавата Абузара интересна тем, что он очень хорошо знает башкирский язык, и он в своих стихотворениях играет со словами. Поэтические слова он подбирает и настолько как виртуозно играет. Например, у него есть стихотворение «Мент». Вот одну строку. «Ментар менан дунья тулган, ментар безден фундамент, ундаламент, хулдаламент, бендаламент, ундамент». Он пишет на современную тему, зная историю нашего народа, историю нашей земли. Вот поэтому иногда такие короткие стихотворения, они глубоко пронизаны историзмом. И третья книга, которая у меня на руках, это «Турналарда уфук сакыра». «Журавли зовут вдаль». Это поэтическая книга Фанилия Булякова. Фанилий Буляков автор довольно молодой. Он живет в Учелинском районе и работает в школе. Здесь собраны стихотворения, которые были написаны последние 3 года. Фанилий Буляков пишет в основном на философские темы. Философия не просто обычная, повседневная или бытовая философия, а наоборот. Он пронизан глубоким смыслом, которые были до этого в эпосах Урала Батыра, Акбузат и других изданиях нашего фольклора или в народных песнях. Дальше, если мы проследим, в этом году вышли тоже поэтические издания «Молодые голоса». У нас эти сборники выходят на 3 языках: на башкирском, на русском, на татарском языках. 5 изданий. В основном издаются авторы до 35 лет. Жанры определяют сами авторы.
В этом году интерес представляет такого автора стихотворения Александра Хваткова. Это город Бирск, живет и работает в Бирске. Он родился в Белокотайском районе Республики Башкортостан. Настолько находит такие интересные образы, вроде бы и русские, да, они пронизаны башкирским духом. Вот поэтому вот интернациональный дух поэзии Хваткова настолько интересен для русского читателя, интересен для башкирского читателя. Дальше у нас проза Мунира Кунафина. «Дингидде юдганти аттар». Повесть настолько он вызвал такой бурный интерес, полифонический сюжет, настолько охватывает нашу жизнь, жизнь башкирского народа, жизнь Башкортостана. Почему именно повесть называется «Лошади плавали в море»? При любых обстоятельствах лошади остаются самим собой, а люди быстро меняются, меняют свои позиции, меняют свои взгляды. Почему именно так? Вот этот вопрос вечности, почему люди меняются не в хорошую сторону, а в другую сторону, вот они вот над этим вопросом задумались. Дальше я хочу выделить прозу Тансулпан Гарипове, народного писателя Республики Башкортостан. Пентология Бюйракай был удостоен премии имени Салавата Юлаева. Сегодня автор очень хорошо работает в области рассказа. Несколько рассказов был напечатан в журнале «Гидель». Каждый год у нас проводится конкурс рассказов. Это конкурс имени Махмута Кашгари, проводится в тюркологическом мире. Победил Фарзана Акбулатова. У нее романы, дилогия, тоже выпущенная издательством «Китап» имени Зайнаб Бейшевой. Сегодня автор работает над такими прозаическими произведениями. Например, у него в этом году рассказ победил именно на конкурсе имени Махмута Кашгари. И у нас в прозе очень активно работает Гульсира Гизатуллина. Ее книга «Роман Хадия» был опубликован в журнале «Гидель». Во время встречи с читателями Гульсира Гизатуллина всегда говорила, что она не претендует на исторический роман. В середине 20 века у нас жила прозаик Хадия Давлетшина, но какие-то жизненные позиции, какие-то биографические элементы Хадии Давлетшины в этом романе присутствуют. Вот поэтому, читая этот роман, уже видит образ Хадии Давлетшины и начинает сравнивать. Вот этот интересный прием писателя, вроде бы есть биографические элементы, и художественный вымысел. Для подростков и детей вот такие книги практически у нас очень мало, которые захватывают современные темы, потому что когда мы начинаем говорить, что дети не читают, да, а для детей специальной литературы есть или нет, никто не задается этим вопросом. Вот поэтому очень было отрадно, когда Гульсира написала повесть про подростков. Подростки, они уже современные, у них гаджеты, у них другие взгляды на этот мир. Как раз они, живя в деревне, выходят на всемирное пространство, можно сказать, на интернет и свои идеи выдвигают. То же самое для детей я хотел бы выделить повесть Ларисы Абдуллиной. Мотив этого сюжета построен так, что ребята уезжают к бабушке в район, и там они попали в другой мир, как раз встречаясь с теми проблемами, которые в школе они не делали. По географии что-то надо было знать, по биологии что-то надо было знать, по башкирскому языку что-то надо было выучить. Но сюжет построен так, что после 2 дней путешествия герои возвращаются и понимают свои проблема, почему в школе надо учиться. Вроде бы обычно хороший сюжет, а для детей, все равно, когда я видел, как мои дети читали, настолько им было интересно. Именно тема детей, жизнь детей, не только тема детей, жизнь детей, настолько всегда она актуальна, наверное, я так думаю. Но в драме у нас драматические произведения в основном, как книги, очень редко выходят, но в основном они ставятся в театрах Республики Башкортостан. Если проследить весь репертуар театральной жизни Республики Башкортостан, можно выделить несколько наших авторов. Во всех театрах ставятся такие драмы, как Наиля Гаитбаева. Наиль Гаитбаев не только работает в жанре комедии, но у него такие
исторические пьесы были поставлены. Как раз там образы, исторические образы Хадии Давлетшиной, Тюн пьеса, образы Рами Гарипова абсолютно по-новому представляется для зрителя. А также хочу выделить народного писателя Флорида Булякова. Как раз вот это весь сборник его драматических произведений в 2016 или 2015 году вышел как отдельный сборник. Там были собраны очень интересные драмы, комедии, а также киносценарий Айкады. Этот автор интересен тем, что он из обычных явлений, из обычных сюжетов строит такие необычные драматические произведения. Его произведение, например, про Торатау настолько было своевременно, настолько было интересно, как раз когда не было вообще вот каких-то разговоров, он поднимает вопрос Торатау. Конечно, Торатау один остался, а рядом нет такие Шихана, как Юрактау и другие горы. Автор, уже зная проблему за 10 лет, может быть за 20 лет, уже писал вот такие драмы. Бибинур, ах, Бибинур. Этот спектакль, эта пьеса была поставлена в драматическом театре имени Мажиты Гафури. Когда московский зритель посмотрел вот этот спектакль, как раз в зале был Михаил Ульянов, народный артист Советского Союза. Он говорил такое мнение: если провинциальный театр ставит такие спектакли, то московским театрам надо учиться у них. На самом деле вот такие спектакли, текст сама по себе Флорида Булякова, можно сказать, каждый из этих пьес шедевра. Также можно выделить таких драматургов уже молодых: Ралиф Кинябаева, Салавата Абузара, Мунира Кунафина, Сарвар Суриной. Последний из них, Сарвар Сурина, работает именно с фольклорным материалом. Сегодня башкирская книга чем живет? Конечно, издание, только у нас одна типография, это типография издательства имени Зайнабешевой, но настолько качественные книги выходят. Если смотреть, вот в том году, в 2017 году, было издано переводы Рами Гарипова, переводы классиков восточной литературы, в особенности Амара Хаяма, на башкирский язык. Вот эта книга, если показать любому человеку, настолько это интересно, настолько это очень качественная книга. Любые книги очень качественно выходят. Не только в форме, но и если смотреть содержание всех книг башкирского издания, которые выходят в издательский этап имени Зайнабешева, настолько они интересны. Спасибо большое. До свидания.